К свежим данным по коронавирусу, по информации Роспотребнадзора, за сутки в регионе лабораторно подтверждено еще 40 случаев заболевания COVID-19. При этом ни один человек не выздоровел и не умер от болезни. Тем не менее, на выходных зарегистрировано еще 2 летальных случая. Общее число жертв теперь 79. Вот как свежие данные и другие важные события региона прокомментировал в своем традиционном обращении исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый вечер. Второй день работаю в Выжимском районе, побывал в нескольких населенных пунктах, встречался с жителями и представителями общественности. И сегодня на одной из встреч был задан вопрос по перспективам разработки золоторудного месторождения «Чудное», территория которого включена в состав нацпарка Юга-2. Хочу раз и навсегда обозначить свою позицию по этому и всем остальным вопросам, затрагивающим общественные интересы. Любое решение будет приниматься только если его поддержат жители республики. Освоение месторождения «Чудное» и связанное с этим изменение границ нацпарка – это одно из возможных направлений для развития Инты. Это обсуждаемый сегодня вопрос. Но окончательное решение будет приниматься только в случае, если за него выскажутся жители республики. В рамках рабочей поездки я побывал в селе Мохча, посмотрел, в каких условиях оказывается медицинская помощь жителям. Здания врачебной амбулатории и дневного стационара имеют практически 100% износ. Необходимо построить новую участковую больницу. Для этого нужно решить вопрос с организацией централизованного водоснабжения. Поэтому я поручил Минстрою республики заняться решением именно этого вопроса. Посетили предприятие, занимающееся переработкой оленьих шкур, производством меховых и кожаных изделий. Пимы, сделанные в Сизябске, с удовольствием носят не только в республике, но и за ее пределами. Это по-настоящему качественная, удобная и очень теплая обувь. Я приобрел пару обуви, в том числе и для себя. Сегодня в Выжме мы посетили несколько социальных объектов. Побывали в поликлинике, детской библиотеке, детском центре, а также в школе. Основному зданию образовательного учреждения срочно требуется провести ремонт кровли. Поэтому я поручил Минсельхозу и Минобразу проработать решение этого вопроса за счет средств госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме того, уже давно назрела необходимость в строительстве нового здания. Школьники занимаются в 2 смены, а в перспективе число учащихся должно еще увеличиться. Уже заключен контракт на проектирование объекта. Сегодня в Выжме я встретился с легендарной личностью Сергеем Михайловичем Сотниковым. 10 лет назад, благодаря ему, были спасены жизни пассажиров и членов экипажа рейса «Полярный Москва», который был вынужден совершить аварийную посадку в тайге. Сергей Михайлович рассказал мне о тех событиях и, конечно, поинтересовался судьбой региональной авиации. Хочу заверить, что региональную авиацию мы однозначно будем возрождать. Об этом меня просили и в других районах республики. И еще одна новость, но уже для жителей воркутинского поселка Варгашор. По моему поручению Минздравом республики проведена работа по восстановлению деятельности круглосуточного стационара. Стационар был закрыт в связи с оптимизацией. Так вот, 29 августа стационар заработает вновь в круглосуточном режиме. И в завершении. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 6370 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 40 человек. Под медицинским наблюдением 1516 человек. Выздоровело 5243 человека. За сутки сегодня у нас никто не выздоровел, поэтому завтра-послезавтра надо наверстывать и выздоравливать больше. Уважаемые жители республики, это все, что я хотел сказать вам сегодня. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.